Есть контакт. Спонтанный рябчик. Тарарай. Жара! Ташкент тут, Ташкент на дуре. Это тепло, хорошо. Что-то они сами по себе ушли, что ли? На. Дальше пошли. Вольные птицы, блин. Так, пару штук закинем. Попадет, не попадет уже. Завтра результат увидим. Больше на нас. Смотрите, ребят, какая тайга сейчас. Я имею в виду, как листья вот здесь выпадут. Однотонно получится, как будто кроме ельника тут даже и рябины нету. А сейчас там полоса такая желтая. Вон. Видно, что рябины много. Поэтому можно ориентироваться, что в этих местах могут обитать лоси. Ну, животные, так скажем. Вот. Основной корм для них это, конечно же, рябина. Но эта красота рано или поздно все, конечно, закончится. Немножко уже осталось. После заморозка все это выпадет. Все это желтизна. И заморозки, наверное, сегодня уже будут, потому что проясняется. Сколько времени, не могу сказать. Часов нету с собой. Впустую иду. Вообще тишина. Никого нету. Свисти, не свисти, бесполезно. Там сосновый бор скоро будет. Там еще пройдемся. Пустота. Никого. Тишина и покой над солдатской тюрьмой. Спят забывших дня, спят солдаты дисбата. Только их не буди, стороной обойди. Утомились они, утомились ребята. Только их не буди, стороной обойди. Утомились они, утомились ребята. Так. Да-на-на-на-на-на. Вот. Сейчас пока сухо будет. Ништяк тут. Есть контакт. Спонтанный рябчик. Вот это да. Отсюда вдруг взлетел. Я тут свищу, иду. Нормальный ход. Без лишнего шума. Короче, охотимся.
Куда-то сюда он упал. Так. Примерно в этих деревьях он был. Так. Теряем. Очень хорошо упал. Видите, как выходит, на ровном месте не могу найти. Побежал он, что ли? Так. Бежит где-то. Вон он, подранок. Ё-моё. Короче, еле нашел. Как видите, под ранком ушел, блин. Ушла-то есть, самочка оказалась. Вон она. Все перебито, короче. Питается рябиной. И вот эти вот черники там, короче. Сквозная рана должна быть. Ну, очередной рябчик вот такой, ребят. Хороший. Куда прицеливался, туда и попал. Да, рябина. А, не, клюква. Клюква. Клюквой питается, вон он. Ну вот. Идем дальше. Дальше. Я вообще не думал, что я встречу тут рябчика. Тут могут быть косачи, тетерки. Рябчики тоже стрелял не раз, но вместо косачей рябчик попал. Вон, блин. Оказаться, вот тут был. Сперва отсюда взлетел. Перехитрил, молодец. Пока с камерой возился, улетел. Вроде рябчик здесь на земле сидел. Да, сидит. Тоже расстояние непонятное. Фиг знает, куда и стрелять. Метров 70, наверное. Упор нужен. Да, сидит. Вон он. Блин, упор нужен. Блин, так неудобно. Вроде вижу. Есть. Вот это точно я попал. Ништяк. Спиной сидел.
спиной сидел. Даже не шевельнулся, упал. Хорошо. Я доволен этим выстрелом. Он смертельный должен быть. Я не свистел, просто шел. И спонтанно он выскочил. Он кормился, видимо, на земле. И сел. Вот на это большое дерево. Где-то он должен тут быть. Вон он. Это был реально хороший выстрел. Спиной он сидел. Самец, оказывается, тоже был. Вон он. Вот, ребят. Даже в шею как-то попал. Похоже, в шею чуть выше пошла пуля. Ага, надо под яблочку стрелять. Понятно. Ну, примерно так, ребят. Очередной рябчик. Хороший. Это получается 4-й на сегодня. Они не крупные, но очень вкусные. Поэтому я решил вместо охоты на уток сегодня больше потратить времени на боровую птицу. Утки на любителя. Они невкусные. Особо так. А вот уже боровая птица это уже по-нашему, по-комызырянски, так скажем. Хороший сосновый бор тут. Сухо. Хорошо идти. Опять поднялся ветер. Лес гудит, скрипит. Вон они. Какие высокие. Да. Вроде они не такие по диаметру и большие, но очень высокие. И все равно куб набирается. Кубатуристый лес, одним словом. Прямой. Можно и дома строить из этого леса. Скажем, 8 на 8. 8 метров на 8 метров. Запросто можно дом построить. Чуть-чуть, конечно, по диаметру мелковат, но все равно. Из бревен хороший дом. Экологически чистый и не аллергичный дом получается. Теплый. Но сейчас уже все. Сейчас даже в деревнях начали строить дома из этого пенопласта. Из этих блоков. Как называется, не знаю. Пеноблоки. Ну, пенопласт. Обшитые там с двух сторон. Какая-то вместо фанеры. И щепи там. Из опылок делают что-то. Короче. Надеюсь, поняли. Потому что это очень выгодно так строить. Конечно, запах от этого нехороший тоже. От этого клея, так скажем. Но по деньгам дешевле выходит, чем вот из древесины. Смотрите, где рябина, там ягоды. Очень много в этом году.
ягоды рябин. Ну и пробная охота сегодня вот такая была. Где-то поброел, наверное, часа 2 или 3. Не спеша, так спокойно прошелся. Видел несколько рябчиков, также добыл их. И, наверное, штуки 3 еще осталось. Были промахи, вот я показал. Ну, расстояние. Это основная ошибка стрелка, это определить расстояние. Для мелкашки нужно 100% знать расстояние, потому что баллистика, или как называется, вот скажем, если у тебя ружье пристрелено на 50 метров, со 100 метров уже надо знать, на какое расстояние выше надо стрелять. И надо также привыкнуть новичку, скажем, вот, оптическому прицелу. Это 100 пудов, это тоже много ошибок при стрельбе с оптического прицела для новичка. Но я уже не сколько лет там, не знаю, пользуюсь оптическим прицелом. Считай, с армии, так скажем. И то делаю ошибки. Бывает попадаю, бывает и промахи. Без этого никак. Не может быть такой охоты, чтобы стрелял и не промахнулся. Так же, как и на рыбалке, ты рыбачишь, и у тебя рыба бывает срывается, уходит. Такая же и охота. Я настоящую охоту показываю как есть. Если есть промах, показываю промах. Если нет, так. Дичь, скажем, у меня в рюкзаке. Ну вот наша изба. Печка дымит. Сейчас попью чаек и, наверное, возьму я эту лодку, как сказать, загружу в машину и съездим, закинем несколько сеток, крупные ячеи, и может какая-то щука попадет или нет. Хотя во всех озерах, что поблизости озера, кругом сетями круглый год, считай. Ну и не круглый год, а все лето. То один рыбак, то второй. Все равно сетки закидывает. Может и ничего не попадет, но все равно закину. И на живца еще, наверное, мелкую ячею закину. Мне нужны живцы. Хотя бы десяток. Желательно ерши. Но ершей у нас проблематично. Раньше пескарей очень много было. Вот я дальше чуть-чуть вот поднимался, там в конце песка, там в конце пляжа, там закидываешь на поплавок. Блин, за каких-то полчаса можно 3 литра пескарей наловить. Ерши, пескарей очень много было. А сейчас очень мало. Ну, практически не попадает. Пескарей я не помню уже, когда последний раз в руках держал. Вот такая река у нас. Хотя пескарей, уже повторяюсь 1000 раз, пескарей рыбаки не ловят сетями. Их было тонны, килограмм везде, а сейчас их нету. Просто ушла рыба. Хотя пескари живут в чистой реке. Значит, какая-то проблема в реке все-таки есть. Вот. Но глубоко не буду заходить на счет этой темы. Там уже разговаривал. Все-таки это... Вон уклейки плавают. Я их вижу даже наверху. Вон они. Хотя бы десяток поймать на живца. Закинуть на лима что-нибудь, донк или фиг знает. Ладно, не буду мечтать, надо дело делать. Дровишки заготовил, как видите. Ну, это уже запас, это сейчас в эти дни буду их топить, и думаю, еще останется. Там и сухие есть, но надо сюда все-таки сделать в будущем году хорошую поленницу или куда-нибудь повыше. Что-то будем придумывать, думать. Куда-нибудь поленницу. Здесь тоже затапливает. Посмотрим. Все буду снимать, показывать. Дымит, кочегарит наш. Печка наша. Тарарай. Тарарай.
Жара! Ташкент тут, Ташкент на дуре. Это тепло, хорошо. Сейчас, ребят, немножко удивлю вас. Смотрите, волки белые пришли. Вон они. Что-то вообще непонятно, чьи собака. Вон есть. Это самка. А этот кобель, наверное, за ним пришел. Точно самочка. Ну да. Вон они. Сами по себе гуляют без этого, как сказать, без хозяина, без ничего. А? Бездельники. Чьи вы такие? Этот какая-то, смотри. Очень дружелюбно. Уйди. Может, кусаются? Нет. С ошейником. Сейчас хлеб дам я им. На. На. Вот, на. Выпить твою. Голодная, пипец. Чьи собаки-то? Смотри. Вообще голодные. Этот-то... Это вообще голодный. Глотает, он даже не жует. Ладно, что-нибудь придумаю, еще накормлю. Но перебор кормить тоже. Привыкнут и останутся. Но они вообще жесть как голодные. Пипец. Откуда они пришли? Следы были, они поднялись. Видно, что сучка гуляет вот и второй тоже. Вот, блин. Что-то они сами по себе ушли, что ли? На. Дальше пошли. Вольные птицы, блин. Вот таких хозяев я вообще не уважаю. У кого собаки вот так гуляют. Не кормленные, блин. Так жалко. Вот это действительно я вам показал, ребят. То, что вот хозяева вот. Почему так они вообще без хозяев ходят? И голодные, видели как? Прям глотают все. Они ушли. Они просто меня не дождались. Они взяли и ушли. Ладно. Если что, могут еще прийти, накормлю все-таки я их.
35-ка ячея. Китайский капрон. Какой-то армавирный, но лишь этот полотно непонятно. Краска даже не берет. Невозможно покрасить. Белые сети такие. Так, пару штук закинем. Попадет, не попадет, уже завтра результат увидим. Больше, наверное, снимать, как я ставлю сети, не стоит. Лучше проверку поснимаю. Все как будет. Ну вот такая коротенькая сеть. Все, пусть ловит. Идем дальше. Ё-моё. Надеюсь, видели. Где-то еще второй есть. Вон он. Вот это да. Вот изба моя. И рябчики тут. Прям возле избы на таран пошли. Но не смог я их перехитрить. Короче, перебор. Слишком близко они подсели. Один сюда, а второй я только увидел тень. А куда он садился, даже и не заметил. 30 метров от избы. Ну, перелетели заречье. Пускай там сидят. Но было интересно, ребят. Приманил все-таки. Я еле-еле услышал, когда к избе приехал. Еле-еле услышал и дай, думаю, поманю. Звал, вообще тишина. Уже развернулся к избе идти и вдруг увидел они как сказать, вроде близко они уже и сидели. Но вообще тихо они себя ведут, вообще непонятно. Ой, блин. Так классно вообще. В упор этот. Бывает, сядут. Да. Ну, в этом году веселее. Рябчики есть. Ну, можно туда как-нибудь. Не, сейчас их бесполезно манить. Надо туда переплыть. И уже с другого места, где-то метров 300 идти, севернее. И там уже, чтобы, как сказать, их перехитрить тоже можно. Возможно это. Ладно, пускай свистят. Вот. Короче, сейчас еще я без съемки схожу и закину донки, так скажем. Ну, не донки, а, как Коми рыбак говорит, палки там на лима поставлю. Штук 10, наверное, приготовил. Там, да, 10 штук примерно. Здесь так установил доску. Больше утеплять я вообще ничего не стану. Снегом закрою на зиму и все. Вот такое утепление. В принципе, там щель вот такая здоровая. Но вполне достаточно этой доски. Вот, что-то облачно становится. Возможно, кратковременный дождь будет. Ветер очень холодный. Прям северный, северо-западный ветер. Но холодно чувствуется. Пробовал также на поплавок порыбачить, там живца поймать. Ничего не клюет. Бесполезно. Вода за день вот столько уже. Уровень воды. Вода уходит.
падает. Я думал, наоборот, будет подниматься после дождя. Нет, наоборот, идет вниз.